Выборы прошли, время выполнять обещания. С таким посылом обратился к руководителям партий, которые вошли в Государственную Думу, президент России Владимир Путин на недавней встрече. Обсудим итоги выборов и планы партии ЛДПР вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами депутат Государственного собрания Башкортостана от партии ЛДПР Дмитрий Иванов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Как в партии ЛДПР оценили результаты выборов в Госдуму и на что сейчас нацелены? Самое главное то, что наш депутат, курирующий республику от Башкирии, Сухарев Иван Константинович, избрался. Это победа для нас очень большая. Также, кроме этого, проходили же выборы и в городской совет Уфы, где ЛДПР получила второе место по итогам выборов. Мы получили 3 мандата по партийным спискам. Это тоже своего рода очень большая победа для нас. Кроме этих выборов, также проходили основные выборы депутатов Совета города Бирск, город Белорецк, где также у нас избрались по одному депутату от нашей партии. И хотел бы еще отметить момент, что в Белорецке впервые за всю историю городского поселения у нас появился депутат. Как оцениваете такие результаты? Очень положительно. Была действительно проведена колоссальная работа. И эти результаты были достигнуты кропотливым трудом ежедневным. Это встречи с избирателями, наши акции, как благотворительные, так и другие разного рода направления, в том числе законопроект, который мы выдвигали. Люди слышат и понимают, а мы слышим их. Только благодаря работе с людьми, непосредственно на земле, мы же оттуда берем и законопроекты, инициативы, все наши акции. Например, мы самые первые запустили в республике среди всех организаций, политических партий, акцию ЛДПР «Спасает жизни». То есть, когда участились случаи, что много пожаров происходит, как в частном секторе, так и в квартирах, пенсионерам, малоимущим, многодетным, мы начали вручать противопожарные датчики и спасли тысячи жизней благодаря таким акциям. Кроме того, в период пандемии мы тоже, ЛДПР, единственная партия, первая, которая начала волонтерское движение по оказанию помощи людям в виде продуктовых наборов, потому что находятся люди на самоизоляции, им нельзя не выходить, то есть, соответственно, и доход у них упал. И мы за собственные средства ЛДПР помогаем этим людям. Из совокупности всей работы, вот она сказалась, у нас избран депутат от республики и второе место выборы в городской совет. Так надо работать. Если мы говорим, что время сейчас выполнять обещания, то на чем сконцентрирует внимание партия ЛДПР в Башкортостане? Мы всегда концентрируем внимание на работе своей. Потому что многие партии, они появляются непосредственно перед выборами, начинают свою активную работу, показывать, кто есть кто, вот кандидат, или вот у нас депутат есть. Но это неправильно. Потому что задача политической партии и депутатов непосредственно это работа с людьми. Самое важное направление. Потому что люди избирают, они голосуют. А потом нужно же депутатам избранным как-то проявлять свою работу, правильно? А многие, повторюсь, появляются непосредственно перед выборами. Но это не относится к ЛДПР. Мы постоянно на связи с людьми. Наши, повторюсь, законопроекты, инициативы, они все с земли берутся. Мы не выдумываем что-то космическое, с неба берем. У нас такого нету. Это не наш принцип работы. Мы ведем интерактивные приемы. Кстати, тоже ЛДПР первый запустил такой формат приема граждан. Кто-то находится очень далеко от Уфы, да, например, если хотят увидеться с руководством партии, да, или депутатом госсобрания. В силу определенных возможностей, финансовых, по состоянию здоровья, мы организуем интерактивный прием граждан, который, в принципе, ничем не отличается от живого. И это приносит свои плоды. Чаще всего с какими вопросами обращались перед выборами? И вот сейчас какую картину вы видите избирателя? Перед выборами и до выборов к нам приезжал, кстати, автобус помощи ЛДПР из Москвы с юристами. И мы, собирали обращения, пытались охватить каждое село.
В основном, естественно, это тяжелое материальное положение людей. Доходы падают, тяжелое очень время, а цены в магазинах, в том числе и за ЖКХ, они растут. То есть люди в отчаянии, они не могут не обеспечить ни себя, ни своих детей, ни близких. Это вот самая главная, наверное, проблема. Проблемы у каждого человека, у каждой семьи, они индивидуальные. Здесь нет такого, что сейчас вот в период кампании в основном обращались вот только по этим вопросам. Нет, такого в принципе не бывает. Это пенсионный вопрос, заработные платы, ЖКХ, дороги, лекарства, очередя в поликлиниках. Это все в совокупности надо смотреть. Не бывает такого. И мы, ЛДПР, мы эти вопросы, проблемы знаем, потому что мы объездили несколько раз всю республику. Сухарев Иван Константинович у нас вот постоянно, ежедневно проводил встречи с избирателями, поездки. Мы не понаслышке знаем о проблемах людей. Какое решение вы предлагаете? Относительно чего? В этих проблем как решаются вопросы, с которыми к вам обращаются? Для этого мы вносим свои предложения, инициативы. Недавно совсем вот тоже я обращался, написал письмо в правительство, чтобы школьники и дошкольные учреждения ушли на удаленный режим работы на неделю раньше, чем сейчас вот, да, объявляется. Потому что действительно по всему, что мы слышим от врачей, инкубационный период коронавирусной инфекции 2 недели, как ни крути. Здесь немножко не входит в рамки вот эти вот выходные. Я вот вышел с этим предложением. То есть мы разгрузили бы и поликлиники, и больницы, и школы, меньше было бы распространения этой заразы. Вот, например, с такой инициативой вышли. Иван Сухарев вот буквально сегодня выступил с инициативой, чтобы освободить от транспортного налога пенсионеров, у кого легковой автомобиль до 150 лошадиных сил. То есть вот мы предлагаем, мы это делаем. Признает ли партия ЛДПР, что выборы были конкурентными? Какая позиция на этот счет? Выборы, они всегда конкурентны. На то они и выборы. Вот что могу сказать. Кто избиратель ЛДПР? Все. Угу. Проекты сейчас, которые реализуются в Башкортостане, коронавирус, он по-прежнему №1 тема, да, мы COVID-19 до сих пор пока не победили. Вот в этой части что предлагаете и, может быть, какие-то еще новые проекты вот на земле, грубо говоря, созрели? Да, ну, сейчас вот у нас продолжается волонтерское движение, акция за благодарностью и уважением к старшему поколению. Сейчас действует режим самоизоляции для людей 65+. Также очень много звонков к нам приходит по горячей линии, в общественную приемную. Люди не могут купить себе продукты, потому что они находятся на самоизоляции. И мы также принимаем звонки, заявки, к нам обращаются десятки и сотни людей в день по всей республике. И мы помогаем. Мы за собственные средства привозим продуктовые наборы, чтобы люди могли остаться дома со средствами пропитания. Ну, на сайте партии регионального отделения можно найти контакты и обратиться. Разумеется, да, конечно. Выборы в Горсовет Уфы состоялись, либерал-демократы тоже там присутствуют, да? Вот что в работе находится? В работе сейчас только Совет начинает свою работу, там только прошло одно заседание. Ну, я не буду заходить вперед, там уже позже в других передачах, естественно, мы все это обсудим, какие у нас идеи и предложения, чтобы не заходить вперед, пока оставим эти вопросы, думаю, на следующей передаче. Но поверьте, депутаты уже включились в работу и действительно уже готовятся серьезные инициативы, направленные на улучшение благосостояния города. В Государственном собрании республики? Все в текущем режиме идет. Вот последнее заседание, мою кандидатуру в мою фракция выдвигала на пост заместитель председателя Госсобрания Курултая, но на общественных началах, подчеркну. Мы выступаем за то, чтобы не тратились бюджетные средства. Но мою кандидатуру в очередной раз отклонило большинство. Но мы будем работать и биться дальше. Какие основные вопросы осенней повестки? Ну, сейчас вот будет приниматься бюджет. Документ поступил
Там, по-моему, если не ошибаюсь, около 5000 страниц этого документа. Сейчас только начнутся обсуждения, но я думаю, вопросы будут интересные в следующей повестке заседания Госсобрания. Ну и законопроект о публичной власти мы уже с вами до интервью обсудили, что он также изучается и будет в дальнейшем уже тоже да, конечно, позиция озвучена. Да, конечно. Угу. Дмитрий, есть ли что добавить? Обращайтесь в ЛДПР по будням с 9 до 6. Двери открыты. Телефон горячей линии везде в общем доступе есть. Мы работаем постоянно, мы открыты перед людьми. И хотел поблагодарить очень сильно избирателей. Большое вам спасибо за то, что пришли в это трехдневное голосование и отдали свои голоса за ЛДПР. Это были действительно тяжелые 3 дня. Мы надеемся, что в следующем году пандемия, то есть уже осядет, уляжется, и мы все-таки вернемся к традиционному однодневному голосованию, потому что это действительно непосильный труд и для членов комиссии. Серьезная нагрузка, да, действительно. Спасибо большое, Дмитрий. Вам спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был депутат Государственного собрания Республики Башкортостан от партии ЛДПР Дмитрий Иванов, и мы обсудили результаты выборов сентябрьских и плюс планы партии на ближайшее время. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.